Елена Васильевна Габова. Теплый хлеб. Когда мама посылала Мишу в магазин, он вместе с хлебом покупал еще и круглую булочку под названием «Веснушка». Булочка стоила 3 копейки и была, правда, побольше настоящей веснушки, но все-таки очень маленькая. И, пожалуйста, булку веснушку и белый хлеб. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Миша крошил ее на улице воробьям. Воробьев на обед слеталось много, и среди них всегда были Мишины знакомые — Прошка и Гошка. Прошка, возьми. Гошка, держи. Они чирикали за тильсти от других, толкались и клевали крошки у самых ног мальчика. Не боялись. Прошка был совсем коричневый, только головка серая. А Гошку, честно говоря, Миша не очень-то узнавал. Прошка, держи. Гошка, тебе возьми. Он был раскрашен, как все воробьишки. И, возможно, Миша называл Гошкой всякий раз новую птичку. Ту, что посмелее. Держи. И тебе, Гошка. Сегодня Миша не стал покупать булочку для воробьев. Хлеб, который попросила купить мама, такой теплый-теплый. Он как живой, и от него идет чудесный запах. Пожалуй, сегодня Миша в первый раз понял, что хлеб тоже имеет запах. Пахнет так душисто, что ноздри щекочет. Отщипнуть бы кусочек, но так вид испортишь. А мама, наверное, тоже никогда не видела такого свежего хлеба. Миша выскочил на улицу, прижав буханку к себе. Нет, так хлеб скоро остынет. Уже поздняя осень, лужи покрылись льдом. Миша расстегнул куртку. Спрячу буханку. Обычно он шел домой не спеша, разглядывая машины, людей, шикая на собак и кошек. А сегодня было еще одно развлечение. Можно было разбивать лед на лужах, стукая их каблуком или палкой. От пути из дома в магазин Миша этим и занимался. Неразбитого льда осталось еще очень много, и Мише очень хотелось колоть его. Но ведь хлеб остынет. И он побежал домой. Мама, смотри, какой хлеб, потрогай. Я за минуту промчался, чтобы он не остыл. Мама коснулась хлеба щекой и тоже стала улыбаться. Правда, сынок, какой хлеб свежий. Мама, отрежь мне, пожалуйста, маленький кусочек. Мама отрезала ему хрустящую корочку. Миша с наслаждением откусил. Вкуснотища. Мама, отрежь еще воробьям. Воробьи так возмущались, когда Миша промчался мимо. Так громко чирикали. Особенно Прошка и Гошка. Как им объяснишь, что маме тоже хотелось потрогать теплый-притеплый хлеб?